Документ, имеющий высшую юридическую силу, издавался не единожды. Историки называют этот факт очевидным и даже необходимым, ведь все изменения в конституциях отражают этапы развития республики. Для нас большая честь от имени Конституционного суда Республики Абхазия презентовать сборник Конституции Абхазии в хронологии с 1917 года. Идея создания сборника со всеми конституциями Абхазии возникла у председателя Конституционного суда Людмилы Ходжашвили. 18-летний преподавательский стаж так или иначе сподвиг ее на создание подобного сборника, который, несомненно, станет подспорьем для будущих специалистов в области юриспруденции. Существование любого государства невозможно представить без наличия основного закона, представляющего собой своеобразный фундамент, на котором выстраивается вся система законодательства. История Конституции неотъемлема от истории общества и государства. Череда исторических и политических событий привела к созданию современного варианта действующей Конституции Республики Абхазия. Подобный сборник Конституции ранее издавался лингвистом, доктором филологических наук Вячеславом Чирикбо. Однако это презентованное издание имеет отличительную черту. В нем отражены данные в динамике. Благодаря сборнику можно отследить трансформацию того или иного закона. В сборник вошли все конституции Абхазии, законы о внесении изменений и дополнений, а также иные основополагающие документы и материалы, в том числе некоторые выпуски газеты «Республика Абхазия», «Голос трудовой Абхазии», в которых были обнародованы принятые законодателем решения. К сбору материала приступили в начале года. Начальник отдела обеспечения судопроизводства аппарата Конституционного суда Дмитрий Агумава непосредственно занимался поиском, сбором, подготовкой материала. Он уточнил, что совместно с Людмилой Ходжашвили было принято решение публиковать материалы в сканированном виде. А оригиналы изданий предоставили в Национальной библиотеке и Государственном музее. Сотрудники Абхазского института гуманитарных исследований оказали помощь с работой по систематизации, оцифровке и верстке материала. В фондах Абхазского государственного музея действительно хранятся оригиналы самых первых проектов Конституции Абхазии, которые обсуждались с депутатами Верховного Совета Абхазской ССР еще того времени. В процессе подготовки сборника мы столкнулись с тем, что к настоящему времени уже сохранилось не так много экземпляров этих конституций. Некоторые из них действительно единичные, то есть они штучные экземпляры. Те, которые остались, они являются исторически значимыми материалами, которые хотелось бы сохранить для следующих поколений, чтобы имелась возможность у них изучить, ознакомиться и исчерпать знания. Таким образом, в сборник вошли довольно редкие, самые ранние издания. Недоступные для широкой общественности оригиналы Конституции теперь можно увидеть на страницах сборника. В работе над изданием применили юридический подход, в нем нет анализа. Конституция Абхазии, опубликованная в 1926 году, скоро исполнится 100 лет. Единственный такой экземпляр хранится в Абхазском государственном музее. При подготовке сборника использован скорее юридический подход, в целях реализации которого был произведен поиск не только текстов основного закона государства разного периода, но и самих законов о внесении изменений и дополнений к Конституции. Сборник и в самом деле представляет особое значение, поскольку вкратце отражает историю государственности, начиная с VIII века. Конституция Абхазии переиздавалась 7 раз, включая Конституцию 1994 года, которая определила суверенный статус республики. Говоря о этом сборнике, надо сказать о том, что большое место, как отправная точка, является Конституция 17 года, но и остальные конституции, вот, допустим, Конституция, которая определила, что Республика СССР Абхазия есть суверенное государство, мы использовали не только в тот год, когда эта Конституция в 1925 году была принята, но и в 1992 году, когда постановление Верховного Совета было принято и отказались от Конституции 1978 года как автономная республика, и благодаря Конституции 1925 года, это там статья 5, часть 1, где речь шла о том, что СССР Абхазия есть суверенное государство.
Директор Государственного музея Аркадий Джопо поблагодарил за качественно изданный сборник и сообщил о планах включить его в экспозицию отдела современной истории. А директор Национальной библиотеки Борис Чулари рассказал, что в ходе поиска материалов в хранилищах были найдены уникальные, редкие экземпляры Конституции, которые были оцифрованы специалистами библиотеки. Асида Малия, Адиса Сагария, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.